руках у меня портрет прадедушки Куликова Дмитрия Васильевича. Моя мама рассказывала, что дедушка Толя не любил говорить о войне. Было страшно, но мысль о родных и близких согревала его и придавала сил. Мой прапрадедушка Филиппов Александр Михайлович ушел на фронт в 1941 году добровольцем. Был политруком 32-й стрелковой бригады. У прадеда более 10 медалей. Я помню, я горжусь великим подвигом всего нашего народа. Такие истории есть в каждой семье. Свои истории той большой войны. Истории, наполненные болью утраты и безмерной гордостью за выполненный солдатский долг. Частичку личного вклада в нашу общую над врагом победу. Великая Отечественная тогда стала испытанием для всех без исключения жителей нашей страны. И тех, кто с винтовкой в руках воевал на фронте, и тех, кто остался трудиться в тылу. Именно поэтому и сегодня в каждом доме, в каждой семье трепетно хранят свои истории о войне. Нам очень важно знать об этом, нам очень важно помнить об этом, и эта память, она должна быть деятельной. Деятельной как в наших поступках, в нашем отношении, так и в поименном воспоминании каждого, благодаря кому и чему мы сегодня, 9 мая, отмечаем как День Победы. Акция «Помню, горжусь», которая стартует в нашей республике в канун юбилея Победы, призвана стать еще одним знаковым напоминанием о великом подвиге нашего народа. Своеобразной летописью судеб той войны. На самом деле наши дети очень много знают об истории. Они знают об отдельных подвигах, они знают об отдельных событиях, они имеют общее представление. Конечно, для них это очень давно было, и, конечно, это очень далеко. Но и те художественные, документальные фильмы, которые в том числе наши учителя показывают детям на уроках, те рассказы очевидцев, те записи, истории, летописи, документы, которые изучают наши дети на уроках, они все воспитывают наших детей. В первую очередь, конечно, воспитывают любовь к нашей Родине. Акция, которая благодаря Министерству образования Коми уже стартовала в интернете, найдет свое продолжение и в телевизионном эфире. Видеоролики, которые будут записаны в семьях, вскоре появятся в эфире телеканала «Юркан». В силу режима самоизоляции, которая объявлена и в нашей республике, и в нашей стране, полагаю, что есть время и возможность у людей записать такие короткие видеообращения. Мы полагаем, что эти видеообращения не должны быть более 30 секунд. То есть это должны быть достаточно емкие видеоролики для того, чтобы как можно больше их число мы могли показать в нашем эфире. Видеоролики с семейной летописью военных лет можно записать на камеры обычных смартфонов, а далее видеофайл направить в адрес регионального центра дополнительного образования или телеканала. Электронные адреса вы видите сейчас на своих экранах. Сообщения принимаются также в группе телеканала «Юрган» ВКонтакте. Не забудьте назвать имя героя, показать его фотографию. Вспомните, где он родился и куда забросила его фронтовая судьба. А завершить короткий рассказ можно словами «Я помню, я горжусь». Ксения Лосева, Олег Юшков, телеканал «Юркан».